Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема видео «Что вам нужно сейчас услышать?» Информация для вас. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, и если с вами резонирует портрет, то продолжаем смотреть дальше. Если с вами не резонирует портрет, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте, и мы посмотрим. Активный человек. Защищайте свои границы. Человек, который не даст в свой адрес кидать какие-то пустые слова, обидные слова. Не даст себя в обиду. Умейте себя защищать. Такого человека показывают, с которым пытаются кто-то конкурировать. С вами могут, да, смотрят женщины, если с вами могут даже конкурировать не только женщины, но и мужчины. Вы вообще сильный конкурент для кого-то. Не зря, да, вот ваш облик такой, в том плане, что вы постоянно в какой-то защите, умеете за себя постоять. Тут именно вот как люди пытались, может, обижать вас, да, или вторгаться в вашу жизнь, в ваши какие-то, может, даже личные дела или личную жизнь. Вы человек все равно, с сердцем все равно, с чувствами. И человек, который очень много в жизни кого-то прощал или давал кому-то много шансов. Но уже, да, так не работает, как вы понимаете. Раз простить, это ладно, да, но второй, третий, да, но это уже дурость. Поэтому, да, вы вот как-то уже кому-то не верите, да, закрываетесь, возможно, от кого-то. И не верите, да, что можно человеку дать шанс, и он изменится. И вы уже, возможно, для себя поняли, что люди не меняются. Меняется только внешняя оболочка. Вы такой человек, который не просто не доверяет, а вы доверяете, но проверяете. Уже вот так вот. Раньше вы доверяли всем, да, сейчас вы. Почему бы и нет, да? Ну, доверю, но проверю. Общаться-то тоже нужно, да, общение нужно, необходимо. Но вот, да, через какую-то проверку вы проверите. Вас показывают человека, молодо, возможно, выглядите моложе своих лет. Человек, который стремится к стабильности, к заработкам. Вообще, да, вы такой и работяга человек. Стремитесь заработать, может быть, даже работать на нескольких работах. Хотите жить хорошо или хотите иметь все, да, или многое, да, может даже не просто жить как выживая, а вот вы хотите жить изобильно, вы хотите жить хорошо, чтобы можно было жить в удовольствии, а не так, что от зарплаты до зарплаты. Или, да, спокойно иметь старость. Кто-то уже, может, да, задумывается на будущее, может быть, какие-то к тому сводит свои перспективы на будущее, с перспективой на будущее, например. Показывает вас, что вы уже, да, вот именно что касаемо сферы чувств, любви, не особо-то доверчивы. Опять-таки мнительные, проверяете. Если вы с кем-то познакомитесь, например, с мужчиной, да, вы проверяете, вслушиваетесь. Вы и общительный человек, но вы даете и рассказчику, да, договорить, не перебивая. Но вам тут, знаете, жизнь ставила подножки. Вот как будто бы вас, да, проверяла на что-то, да, именно у кого-то здесь были моменты, когда в одночасье сваливались сразу же все проблемы, что было сложным, было тяжело выкарабкаться из чего-то. Сейчас приняли какое-то важное решение для себя, какой-то урок уже прошли и уяснили. Этот урок мог быть связан через чувства, через любовь, через какие-то отношения. Вы для себя уяснили четко урок. Возможно, вот этим опытом вы еще с кем-то, может, делитесь. Знаете, здесь еще показывают вот какой-то момент даже награды за ваш вот этот вот опыт, да, за ваше какое-то определенное здесь достижение в этом опыте. Здесь показывают людей, которые что-то потеряли, да, ценное, но потом, да, что-то важное для себя приобрели. Показывают человека-самоучку. Вы не глупый человек, вы можете легко обучиться и новой профессии, и быстро вы схватываете информацию. Также человек, который, может быть, знает несколько языков или склонен к обучению в языках. Если вы переедете, например, в другую страну, вы будете легко обучаемы языку. Бывает людям, сколько они толдыч, да, они не могут запомнить, а вот
Вы вот как губочка очень хорошо впитываете информацию. И вы не просто впитываете, вы потом еще с кем-то делитесь, возможно, данной информацией или помогаете кому-то. Также человек, который любит очень много читать, смотреть, может быть, какие-то новостные ленты, да, более вам интересны, обучение какие-то, лайфхаки. Также здесь могут смотреть учителя. Здесь очень, да, такой багаж знаний у вас и в любовной, что касается отношений. Да, здесь могут тоже и психологи проходить, и люди, которые передают знания, то есть учителя, коучи. Тут же идет информация, что, возможно, вы в детстве, да, скорее даже вперед шли по обучению, нежели ваши одноклассники, одногруппники. Тут человек может быть и отличник, или очень хорошо учился. По программе, да, двигались более продвинутые были, нежели ваши сверстники. Вас охраняют здесь по роду, по маминому роду, через мать. Кровь, родственники, да, это бабушка, может быть, дедушка, кто угодно, но вот через маму, именно линия мамы. Показывают, скорее всего, семейных людей, но, знаете, даже если вы находитесь, кто здесь находится в отношениях с мужчиной, да, семейные отношения, вы не доверяете мужчине, или отношения такие на скандалах, может быть, или конфликтах, или какие-то накалы. Также здесь есть место быть манипуляциям каким-то, лжи, где много слов, но мало действий, да, вот как в воздухе летают слова, а действий по факту нет, то есть слова не подкреплены действием партнера. Но показывает, вы не одна, вы с высшими силами с вами стоят. Да, здесь показывает мужчина. Мужчина тоже, да, в какой-то такой позиции находится. Мужчина может быть старше вас, но человек, который, знаете, вот все сначала складывалось хорошо и тепло, а потом в одночасье, да, поменял свое лицо или снял маску. Любит себя. Очень много здесь амбиций, высокомерия какого-то. Даже человек высокомерен к людям. Тут такой человек показывает, что он показывает на кого-то пальцем, хотя то же самое делал он, и даже хуже. Например, он говорил: посмотри, да, вот этот какой алкоголик, а сам и рад был выпить или пьет. Свои какие-то минусовые качества, которые он имеет, он находит в других и вперед им предъявит эти качества, не замечая вот своих вот тех же самых качеств. Возможно, да, человек вот вас пытается чему-то тоже учить, хотя вас, да, учить не надо. Тут показывает, тут надо на себя смотреть, или себя бы научил. А он еще пытается вас чему-то учить. Может быть, на постоянной основе, постоянно вот придирки какие-то маленькие, или вот, да, какие-то. Но тут такие показывают отношения вот в некой такой острости. Вы недовольны этими отношениями. И вы здесь не наполнены особо чувствами от этого человека. Вот есть он и есть. Здесь вот могут быть отношения по разным койкам. Один спит в одной кровати, другой в другой. Не особо-то хотите с человеком быть, потому что вы ему не доверяете. А самая основная связующая вообще в отношениях, которая должна быть. Иначе дальше, да, это лебедь, рак да щука. Не пойдет. Кто одинок, смотрите, да, здесь вот показывают именно какие-то не сложившиеся отношения. Из-за этого, да, это вот как некая порча на будущее. Вот какие-то прошлые отношения создали, да, такую именно атмосферу, что есть какое-то недоверие вообще к будущим мужчинам, да, к знакомствам, или нету веры какой-то в противоположном поле. Не доверяете. Кажется вам, что ничего ни с кем не сложится. Кто-то может думать, что, да, вы можете думать, например, что у вас сложный характер, или у вас очень много таких каких-то качеств, которые не подойдут мужчине. Просто нет, да, вот вашего человека. Ваше будет с вами. Каждый человек, да, имеет какие-то свои определенно жуки в голове, так назовем, но кому-то они подходят, а кому-то нет. Главное, чтобы было много общего. Нет здесь такого, что вы какая-то не такая, здесь все в порядке. И та именно защитная реакция ваша, это рефлекс. Поднимается, когда температура у человека, она тем самым убивает бактерии, да, то есть это тоже рефлекс организма. Защита организма. Также и здесь, в той ситуации, не будь вы такая, значит, в прошлом не должно быть таких ситуаций, когда вы не доверяете
когда все хорошо да гладко. Но здесь именно, да, когда вы стоите со штыками такими и против настроены, да, не доверяете, то есть только по паспорту, только по фейс-контролю, только через сканер лица, сканер, да, всего, отпечатков пальцев. Вот так вот принимаете людей. Так, здесь попахивает и правда же недоверием каким-то из прошлого. Опыт, раз он сделал вас такой. Определенно здесь вы уже прошли, знаете, столько шишек набили, столько именно ситуаций в жизни было таких, которые вот уже пиши пропало, или же, да, хотелось волком быть, но вот, знаете, вам приходилось все это самой закрывать, эти ситуации, эти проблемы, какие-то задачи, поднимались и шли дальше. Но в то же время, да, вы решали как-то вопрос, да, как себе помочь. То есть не бездействовали, не падали на дно, а двигались. Вас, человека, показывает, да, устремленного вперед. Здесь присутствует у вас надежда. Много мужских энергий идет. Я не удивляюсь, да, судя по первой карте и судя по вообще или прошлым отношениям, или настоящим, да, с таким человеком, может быть, которому вы не доверяете. Я не удивляюсь, что здесь будут мужские энергии. В то же время показывают вас, да, есть та самая надежда, и вы видите какой-то все-таки в будущем или вдалеке просвет. Видите какой-то, может быть, выход из ситуации. Но здесь какая-то есть некая неопределенность, да, пока или туда, или туда, или туда. Или если мы разойдемся, так, первое, мне нужно с кем-то познакомиться, найти для себя человека, например, или переехать в такое-то, да, вот несколько каких-то есть вариантов, но вот вы на неком даже выборе стоите, или же в мыслях этот выбор стоит. Вы не хотите откладывать, вы хотите действовать при каком-то удобном для вас стечение обстоятельств. Возможно, вы ждете, да, когда будет это удобное самое стечение обстоятельств, когда подъедет тот самый вагон, пусть и последний, да, но с открытыми дверями, чтобы вы могли успеть заскочить в него. Вас вообще показывают человека, вы терпеливый человек. Возможно, даже на самом деле отношения вы даже какие-то терпели. Жила и терпела. Или терплю, потому что надо, потому что я ответственна за что-то. Или если мы разойдемся, да, есть какие-то факторы, которые, ну, просто так ты не разойдешься, да, с человеком, или же какие-то факторы, вот как некий шантаж. Например, если я уйду, где мне жить, или если я уйду, он заберет детей, если я уйду, а если он будет влазить в отношения, в то же время вы умеете тихой сапой делать все равно свои какие-то дела. И вот так и действуйте, именно той самой тихой сапой. Но все продумываете, просчитываете. И здесь такой человек, который зачастую в жизни рубит с плеча. Даже бывает, вы иногда не подумав рубите, а потом можете об этом как-то жалеть. Отказала или сказала нет, а потом пожалела. Надо было вот действовать иначе. Показывает вас еще человека ревнивая, вы собственник, собственница. Да, любите, чтобы ваше было при вас. Даже это чувство отношения мужчина. А также и вас ревнуют. Также люди, да, именно смотрят на вас, как вы добиваетесь чего-то в жизни. Со стороны замечают за вами, замечают какие-то у вас есть достижения. И вы человек точно, да, принципиальный. Такой вот до мелочей. Вам не жалко 1 рубль, но вам жалко и неприятна та ситуация, когда вас обманывают. Вы пойдете и из 1 рубля разбираться, потому что есть некая такая принципиальность. Будете стоять на своем. Отправление в какой-то новый путь. Посмотрим, что вам нужно сейчас услышать. Думайте сейчас только о себе, никого не загадывайте. И мы начинаем. Что вам нужно сейчас услышать? Вы ждете, может уже сейчас о чем-то ждете, но вы придете к победному результату. Если вы сомневаетесь, получится, не получится, 100% получится. И не зря вы ждете. И не зря вы идете к этому свету в конце тоннеля. Он есть. Он есть. Тут предоставляется какая-то вам возможность через людей. По портрету, смотря не зря, вы доверяете, но проверяете. Это лучше, нежели вообще не доверять. Нужно, необходимо взаимодействовать с социальностью, с обществом, знакомства. Не опровергайте знакомства. Новые люди, общайтесь. Здесь вам это послужит вот некой помощью потом. Или кто-то сыграет именно такую роль в вашей жизни, когда вам очень сильно в чем-то поможет. Добиться чего-то желаемого, исполнения какого-то желания. Здесь расположение к вам людей, добрых людей, которые именно рады за вас, положительно имеют эмоции по отношению к вам. Люди вот именно, да, вас в чем-то вот показывают, не разочаруют.
И вот скорее, да, зная вашу вот ту характеристику именно по портрету, доверяю, но проверяю, возможно, да, в вашем окружении, правда, будут такие вот оправданные, проверенные, надежные люди. Можете часто произносить такую фразу: «Меня окружают добрые люди». Короткая фраза. В этой фразе есть все, что нужно вам сейчас услышать. Здесь не нужно задерживаться в прошлом, здесь кто-то может возвращаться даже мысленно в это прошлое, или пытаться может встретиться с прошлым, или узнать, как у него дела, элементарно даже. Не нужно здесь этого делать, потому что здесь показывают, как может затянуть вас или вернуть вас обратно во что-то такое, что разобьется, да, опять вот как разбились ваши ожидания. Разбились какие-то ваши надежды. Ждать уже здесь не нужно. Если вы цепляетесь все еще за прошлое или надеетесь, что он одумается, вернется каким-то умным и мудрым, нет, этого даже не ожидайте. Здесь вы как раз-таки побьете шишки. Здесь может касаться не только чувств, но скорее даже больше чувств, но это может даже, если мы смотрим касаемо работы, например, да, вернуться на прошлую работу, если вас даже там зовут, нет, все будет одинаково по старому сценарию, причем где вы особо не будете довольны или удовлетворены. Нужно, знаете, держать некую такую оценку себя, что вы ценная, вы бриллиант. На самом деле девушка такая смотрит, ценная, у вас, да, и качества разные, вы хорошие можете быть, друг и хорошая жена, и 10 в одном. Она же и хорошая хозяйка, она же хорошая любовница, она вот такая яркая женщина. Да, себя не нужно надевать рясу, закрывать, да, только оставив одни глаза. Здесь нужно знать себе цену и пользоваться этим. Нужно смело действовать, смело отвечать, говорить так, как вы считаете, да, прямо. В то же время я смотрю, да, люди вот как будто бы к вам проявляют какую-то такую лояльность, идут к вам на какие-то уступки, что можно с вами договориться. И желание, да, ваше может быть исполнено еще здесь через какие-то бумаги, договора, новости, известия. Это могут быть издалека, или это может быть письмо или звонок, да. Кто-то вот, знаете, кто смотрит, да, может захотеть на самом деле какие-то мосты прошлые возобновить, чего не нужно. Придете к обнищанию какому-то, именно чувственному, моральному. Не нужно себя заточать во что-то. Или в негативные мысли, или заточать себя дома. Все, я буду сидеть дома, никуда не выходить. Не нужно. Вы можете все. Все вокруг вас, вы знаете, как в воздухе, в атмосфере, да, вот есть, оно летает, информации очень много летает, пусть это даже в интернет, да, не то чтобы я все теперь в телефоне сидеть не буду или там в компьютере, очень много информации везде, и здесь вот показывают именно какая-то информация, да, вот уже, причем может быть вам несколько раз одна и та же информация навязывалась. Но вы как-то, я не хочу, не воспринимали всерьез, как под носом ходила какая-то информация, именно та, да, благодаря которой есть момент какого-то движения, какого-то спасения или разрешения какой-то сложившейся, может быть, затянувшейся, да, ситуации сложной. Вот есть это решение, оно вот несколько раз было вам подсказано или спроецировано кем-то, как-то, да, что вот, посмотри, вот, но вы не замечали. Вы, да, страдали или переживали о чем-то совершенно другом, или думали о чем-то другом. Где-то вот человек находился в каких-то своих каких-то других проблемах. Причем, как показывает, да, что ответ вы найдете, да, в себе. Ответ есть в вас. Ответ есть в воздухе. Вот как вы себя направите, если вы не понимаете, находитесь в таком неком дисбалансе или как на распутье, попросите высшие силы о направлении. Помогите мне увидеть правильное направление благоприятным для меня образом. Простые слова, но действенные. И есть дурные мысли, ненужные мысли или пустые мысли, мысли, которые ни о чем. И если вы оставите какую-то четкую мысль в голове, это как-то будет связано с вашим желанием, вы направите туда именно свою энергию, прося во Вселенную, то это обязательно произойдет. Вы будете услышаны. Здесь люди, которые показывают, вот вы, например, находитесь с каким-то человеком, например, который вытягивает из вас энергию. Человек быстро ее стягивает, но вам достаточно выспаться, вам достаточно как-то отдохнуть, вы сразу быстро заряжаетесь. Вы умеете даже себя зарядить, энергию выработать. Здесь показывают еще, что кто-то из вашего окружения скоро будет дисквалифицирован, удален.
А удален идет в таком формате, я это вижу, да, как не просто уходит человек, да, не перестал общаться. Может и так быть, но в большей степени здесь проиграется, да, что вот человек или уезжает далеко, или вот здесь как болезнь какая-то настигает тяжелая, да, с которой человек мучается. А у кого-то именно удален происходит ненужный человек. Или человек, да, который не держит радости за вас, да, он держит какую-то обиду или злость. Но этот человек как вот удаляется. Но здесь такие какие-то острые обстоятельства именно идут. Даже вот кажется, да, что человек на самом деле вот во что-то вот как в трясину, вот в болото, вот медленно-медленно вот что-то происходит. Или медленно болезнь, но какая-то острая развивается. Это не просто человек, это враг. У вас есть однозначно здесь защита. Защита родовая, вот вы как под крылом находитесь. Вот здесь какая-то есть карма, что человек получает для себя острый, жесткий урок за что-то проделанное. Вот человек будет получать наказание. Человек мучается в чем-то. Что вам нужно сейчас услышать? Если вы переживаете о мужчине, который трепал вам нервы, да, или высасывал с вас энергию, также здесь показывает, пользовался вами или вашими ресурсами с таким неким эгоизмом. Человек здесь уходит, отдаление его. В то же время, да, может быть, речь о нем шла, об этом человеке, но здесь именно показывает противоположный пол, да, мужчина по любви или с которым была любовь, страсти, мордасти. Мордасти тоже скорее, но, знаете, вот я и говорю же по портрету, да, что какой-то урок именно важный был пройден. Вот здесь сразу же идет информация, что с этим мужчиной этот урок, это отношения. И вот благодаря эти отношения, да, именно были не зря, и вот благодаря данным отношениям, да, вот вы получаете что-то крупное, деньги, денежные возможности, да, то есть вы в чем-то выигрываете. Именно если были суды, хотя это в меньшей степени здесь проиграется, но есть тому место быть, да, у кого суды. Здесь идет в пользу вас, когда вы для себя из этого изымаете большую выгоду. Не просто там, да, 50 на 50 или вот что-то, именно больше вы получаете чего-то. То есть для вас течение обстоятельств по суду будет именно выгодным, прибыльным, да, или очень положительным, так как вы хотели. Но также здесь идет информация о том, что если нету судов, то благодаря данному мужчине, может быть, мужчина тоже не глупый, чему-то вас учил или чему-то вас научил. Но благодаря мужчине были отработаны важные уроки в вашей жизни. Мужчина кармический, мужчина непростой. Да, мужчина однозначно для вот отшлифовывания вас. Даже через негативные какие-то моменты. Да, если были какие-то негативные моменты с этим мужчиной, то это для того был мужчина послан, чтобы вас отшлифовать, дабы вы для себя получили что-то. Причем скорее даже то, о чем вы мечтали, чего вы хотели. Может быть, даже здесь своя карьера, свой бизнес или какие-то материальные блага. Большие, да, не маленькие. Может быть, да, мужчина вас, например, бросил с ребенком на руках, пошел гулять, и вы спохватились, да, что-то мне нужно делать, дабы быть независимой, например, да, и вы стали шевелиться, двигаться, искать, и вы нашли что-то, зацепились за это, стали делать, и у вас что-то стало получаться, идти в гору, например, приносить вам какой-то доход, дальше больше. Вот это все благодаря данной ситуации. Вообще люди в нашу жизнь, да, приходят не просто так. Знакомые, случайные знакомые. И вот здесь именно вот данный мужчина именно был неким таким вот для вас не случайным. Кармическим. Для обретения вашей стабильности. Даже он мог вас не обеспечивать, но вы сами к этому пришли. Благодаря там, да, каким-то его действиям,
из-за которых, например, вы стали что-то делать. Или вы не работали, сидели на его, как говорится, шее. Так вот, да, может и грубо это звучит, но когда он зарабатывал, вы сидели, вы надеялись, что он кормилец, да, но вышло все наоборот. И вам пришлось здесь шевелиться, что-то делать, но тем самым, да, вы для себя наработали какой-то опыт, и вы уже поняли, что вы можете и без него. Да, когда вы поняли, что вы можете тоже зарабатывать, например. Так, далее, что вам нужно сейчас услышать? Работайте над собой, не бойтесь развиваться, не бойтесь также кого-то обучать. Здесь показывают, что вы бы могли, например, кого-то чему-то обучать. И не просто здесь обучать идет, а здесь кого-то в чем-то даже продвигать, сподвигать, двигать на что-то, мотивировать может. Или, да, вот есть шанс, да, какой-то обретение чего-то. Причем материального характера. И далее идет информация, что через какую-то дорогу, да, идут какие-то важные положительные известия. Причем известия будут резкими, как вырываются в вашу жизнь. Или дорога, вы не планировали, что вы куда-то поедете, но внезапно, да. Или пришло такое решение в вашей голове, непонятно почему, но все же вас это взбодрило куда-то ехать. Или же вас кто-то подбодрит куда-то отправиться, поехать. Внезапно. Для вас, знаете, здесь показывают, дорога это с возможностями, с какими-то вот именно, да, вы для себя получите именно положительные моменты, выгодные моменты. Поехали вы, например, отдыхать, да, и вот увидели что-то, да, например, тапочки цветные разные, продают с разными орнаментами, картиночками. И думаете, а приеду-ка я к себе и тоже, да, начну эти тапочки продавать. Или такие же изготовлять, да, но со своими какими-то. И еще лучше что-то, может, придумать. Ну, кто знает, например. То есть дорога была не зря. Да, для себя вы там взяли какой-то опыт, открыли, например, да, в своем городе, приехав после такой дороги, да, открыли в своем городе такой же бизнес, например. Да, здесь финансов касается. И у вас это пошло-поехало. То есть опыт был взят не зря. Поездка была не зря. Да, она вам что-то дала. Например, кто знает. Или вам кто-то предложил, вы с кем-то познакомились, может быть, там, где-то, в другом городе с кем-то, да, и вам предложили работу. Вы стали общаться, может быть, и вам предложили работу или какую-то возможность и так далее. Вот тут именно, да, показывают о дороге, которая сопутствует что-то именно положительное. Скорее материальная. Или какие-то выгоды для вас, выгодная работа. Пока еще не знаете об этой работе, может быть, или об этой возможности. И, возможно, вы не воспримете как-то всерьез информацию. Только после дороги, скорее, вы для себя что-то поймете. Может быть, фотографии начнете рассматривать, что-то увидите. Или вот именно какая-то такая информация, но, знаете, вот она как ежик в тумане видит, вот так, вроде что-то видит, но вот как-то, да, с такими обрывками или мутно видит. Вот для вас может эта идея показаться, да, так непонятно, но все же вы что-то разглядите или прощупаете, да, информацию. Тут не показано, да, что вот сразу вам в лоб, да, какая-то вот прям возможность. Скорее всего, даже будете вот как пазлы какие-то складывать, разгадывать, может быть, или поймете, да, для себя, но потом, позже. Не нужно бросаться сразу на все, не нужно сразу миллионы всяких дел делать, да, делайте определенно только то, о чем вы хорошо очень продумаетесь, фокусируетесь на чем-то, взвешивайте все за и против, а не бросайтесь на все сразу. Или не делайте сразу 10 дел одновременно. Потому что, может быть, или выгорание, или потерпите какое-то поражение, да, потому что ничего не захочется. И то хотелось, а потом в одночасье, ничего вообще не хочу. Взвесьте, подумайте, что определенно вам хочется. К чему вы готовы идти долго, и вам бы это нравилось, например. Пусть это и работа, и возможности какие-то.
Или вы можете увидеть много всего, но не поймете, за что определенно схватиться. Но здесь нужно взвешить. Но шанс однозначно будет в дороге какой-то. Это может быть и недалекая дорога, но дорога будет с таким, знаете, вот как вы не намерены были ехать, не планировали ехать. То есть непростая. Шанс. Но не упускайте его. Что сейчас нужно услышать? О том, что у вас человек вот докричаться до вас не может. Вы вот как заблокировали его, или вот не слышите, не видите, не знаете уже о нем ничего. Может быть, где-то на расстоянии человек находится. Но человек как-то вот смотрит за вами, наблюдает, возможно, где-то. А вы нет, вы даже не думаете о том, что этот человек может за вами как-то наблюдать. Здесь, возможно, знаете, тут присутствует и какая-то физическая тяга, да, это опять что-то такое лемурное, может быть, или человек вспоминает что-то из прошлого, какие-то моменты касаемо вас, да, здесь именно такого идет физического сближения или ваши физические какие-то данные человек вспоминает. Но человек хочет как-то до вас достучаться или где-то, может быть, вас найти, да, вам написать, но не может найти контакт с вами. Но тут показывает, что вы или давно не общаетесь, или вообще сами отвернулись от человека. Какие-то проблемы на человека навалились. Он как будто бы за что-то расплачивается. Он, понимаешь, да, в чем-то был где-то неправ, и он за это расплачивается. Хотя бы здесь есть у человека какое-то осознание. Соответственно, да, человек что-то для себя понял, уяснил, какие-то проработал уроки. Но также еще может идти информация, что с человеком вы были мало знакомы. Но что-то здесь определенная ниточка какая-то есть. Или было какое-то общение. Может быть, была какая-то переписка. Человек может в вашей жизни проявиться. Но проявится только тогда, когда вам будет сложно. Или, да, в тот момент, может быть, вы о чем-то будете переживать, и человек вас нашел, да, вот поднял вам настроение как-то. Но здесь, знаете, вас жизнь на самом деле отводит от чего-то такого. Сейчас, да, вы можете не замечать, но от чего-то такого, что могло бы нанести вам какой-то ущерб, вред, обман, воровство, предательство. Отводит вас. Но где-то это около ходит что-то, да, именно такие энергии какие-то ходят около вас. Например, да, шел какой-то враг около вас, но он вас не заметил. Как отвели от него. Как будто бы вы, может, плащ-невидимку одели, да, и вас не заметила. Вас как крылом накрывают. Вот этим плащом-невидимкой. Потому что нависающие какие-то проблемы, и причем нелицеприятного характера есть, которые ходят около вас, да, вот как черти какие-то. Хотят кого-то зацепить, найти жертву, но вас вот как прикрывают крылом. Да, здесь покровители над вами стоят. Обращайтесь к покровителям, благодарите. Благодарите духов вашего рода. Благодаря им вот есть ваша вот эта целостность, сохранность. Часто забываетесь, бывает, может быть, да, не обращаете внимания. Иногда бывают такие ситуации, вам кажется мелочью, а это не мелочь, а это крупное что-то. Например, отвязалась, да, вот каким-то легкой царапинкой или ушибом, и то вам стало неприятно, вы стали сидеть и надавать за это, говорите, да что ж такое, вот я поцарапалась, а могло бы быть и хуже. И вот вас как раз и от чего-то отделались только царапинкой, от чего-то отвели именно негативного, даже страшного, я вот так это сказала, страшного, десятка мечей. Вас очень любят и вас любили, да, и при жизни вас любили или вас хотели, желали, да, чтобы вы появились на этот свет. Вот кто-то именно по роду, может быть, это, да, не через 10 поколений, а вот именно недавние, то есть кто последний, да, ушел из жизни, вот кто-то вот по роду, через материнство, через мать. Да, очень часто вы, бывает, тут показывают, что вот как надаете на жизнь, да, не замечая на самом деле каких-то положительных моментов. Здесь вот показывает, да, что у вас-то в жизни все будет складываться наилучшим образом через родовое, через породу кто-то, да, защищает. Тут именно будет складываться наилучшим образом. Но вы все что-то вы все недовольны, что-то вы все не замечаете. Да, или вот вам вас повысили, но вы говорите, да, меня повысили, но много мне особо не прибавили. Шаг за шагом.
хочется сразу, да, и чтобы манна с небес, но такого нет. Но все же, да, тут вот как должно что-то идти в такой вот скорости, может быть, да, медленной скорости, не стоит торопиться, например. А вы можете этому, да, быть не рады, но все же, если посчитать шаг за шагом, да, все становится намного лучше, нежели было. Как вы можете вот обижаться, да? И здесь показывают информацию: слушай свое сердце. Не нужно слушать какие-то упреки в свой адрес или негативные эмоции от людей. Люди здесь, кстати, очень могут вас вообще в заблуждение вводить какие-то. Вы можете себе что-то надумывать, вообще ненужная вам информация, да? Но все же, вот как манипулировать вами, вводить вас вот в какие-то депрессивные мысли. Отходите от таких людей. И второе, слушайте в первую очередь себя. Вот что вам подсказывает внутри, действуйте именно по зову своего сердца. Здесь именно вот опять-таки кто-то по роду, да, вот именно дает подсказки. Они больше идут, да, из вашей вот этой вот внутреннего, от вашего сердца, что сердце чувствует, а не то, что люди говорят. Но в то же время, да, здесь могут ситуации складываться таким образом, не послушав сердца все-таки, да, а пойдут другим кругом, да, когда вот именно через людей или через что-то болевое тоже может быть, тоже будете проходить на самом деле какой-то урок, где вы для себя, может быть, что-то поймете, уясните. Но все же, да, здесь шаг за шагом показывают, вы какие-то уроки проходите, вы делаете какие-то определенные выводы. И не просто, как посмотрел в книгу, увидел фигу, а вы эти выводы, да, используете. Используете на практике, используете в своей жизни. Что вам нужно сейчас услышать? Услышать, вас подводят к переменам. Вас подводят к какой-то стабильности. И вот, знаете, для кого-то вы даже будете и плечом. Если у вас есть дети, да, здесь вот показывает, что вы плечо крепкое. И, да, не просто плечо, в котором есть стабильность. И вы чувствуете вот какую-то определенную стабильность. Вот к этому вас подводят и к этому вас ведут. Перемены ваши будут связаны именно с чем-то материальным. Это я сразу вам скажу. Не повезло в любви, так повезет, да, именно в какой-то вот стабильности, когда вы будете спокойно себя чувствовать. А здесь новый виток событий в вашей жизни начинается. Сейчас пройдете, да, что-то еще, какую-то, может быть, трансформацию, да, трансформацию своего сознания. Причем, знаете, люди здесь начнут вас замечать, ваши какие-то изменения, что она уже не той походкой ходит, да, не тем тембром говорит. И, знаете, это понесет какие-то глобальные перемены. Даже элементарно, да, подстричь кончики – это уже знак, да, перемен. Мелочь, а делает большие действия. И вот здесь у вас что-то такое начнется по-другому. Вы себя по-другому будете проецировать людям, но люди здесь четко подметят, что вы уже не та, вы уже другой человек. Или по-другому одеваетесь, по-другому себя ведете как-то. Здесь двери открываются. Возможности открываются. Также здесь может быть знакомство с новым человеком каким-то. У кого-то здесь коснется чувств, да, вот вы как влюбитесь, как девчонка. У кого-то здесь могут быть именно какие-то взаимоотношения именно такого характера, не чувственного, может, а скорее будем хорошими партнерами, да. В ком-то вы увидите, кому-то вы доверите, в ком-то вы увидите надежду, да, что с ним мы или с ней мы бы могли быть хорошими партнерами. Знаете, а тут как прошла 10 кругов ада, да, и получила для себя какие-то возможности за какие-то вот именно
свои разочарования, за свои победы. Вот скорее в чем-то вы были разочарованы, но вы набрались сил, поднимались, да, и шли дальше. Вот здесь вы получаете победу, да, получаете именно какой-то вот, как кубок, да, первое место, вот какое-то признание, может быть, или же кто-то, да, вас что-то признает, или вы станете таким человеком, где вас признают в чем-то. Причем, да, здесь идет с неким таким выигрышем или, да, вот чуть ли не вручением медали, почета какого-то. Вы сами не заметите, да, как что-то наступит. И здесь показывают, как это придет. И здесь еще показывают, да, что-то уже отжившее в вашей жизни уходит. Опять-таки говорю, удаляется. Удаляется навсегда. Покидает вас. И стоит в первую очередь обратиться к духам вашего рода. Вот просто сейчас даже, да, после просмотра видео вы можете даже про себя обратиться к духам вашего рода, поблагодарить их за помощь, за, да, все, что в вашей жизни происходит, происходит не просто так. Здесь страхи уходят ваши, поэтому идет победа, поэтому идут какие-то возможности. Принятие, кстати, резко какого-то решения, принятие какого-то важного решения, да. Далее. А тот, кто предал, понесет наказание. Или, знаете, тут даже будут такие люди, не обязательно кто предал, вот кто зуб на вас точил. Знаете, вот вы в чем-то получаете выигрыш, победу, да, и человек кусает вот чуть ли не губу свою до крови. Да, как так? Тут кто-то злится, тут кто-то даже не может поверить, что вы из чего-то вылезли и получили для себя что-то или одержали в чем-то победу. Женщина, которая скрывает свое лицо или не показывает себя без маски, да, или та женщина, которая не накрашенная, не выйдет выкидывать мусор и не пойдет в магазин. Это или так, да, или женщина, которая скрывается под какой-то на самом деле маской, или не показывает, не проецирует себя. Также здесь вы можете, да, не общаться, закрывается от вас. Но вот именно она начинает кусать свои губы. Да, опыт какой-то с этой женщиной вы получили. Я говорю, в вашей жизни люди появляются не просто так. Для ваших изменений, для вашей трансформации, для... Все подводится, да, вот к определенно какой-то стабильности вашей. И даже гады, какие-нибудь крысы, да, тоже вас кусают не просто так. Да, вот все-таки подводят. Тем самым вы, знаете, через таких людей набираетесь определенно какой-то мудрости. Определенно тем самым через ту мудрость набираете вот этот темп. Да, все быстрее, быстрее, лучше и лучше. Здесь к улучшению, особенно к улучшению материального. Также насчет любви, да, кто хотел любви. Вы знаете, вот здесь показывают любовь, но показывают не сейчас или через какое-то время, это может быть даже года. Ваша будет с вами, да, ваш мужчина, ваш человек, сильный человек. Здесь даже кто находится в отношениях, вы человека оставляете ни с чем, да, человек вас теряет. Кто не находится в отношениях, здесь уходят какие-то страхи, именно касаемо из прошлого, которые, да, именно вызывали в вас вот это какое-то недоверие. Любовь. Да, чувства здесь показывают, идут чувства в вашу жизнь не скоро, не сейчас. На самом деле здесь какие-то определенно год, 2 года. Но двоечка у меня точно здесь есть. Может 2 года, 2 месяца навряд ли. Тут показывает какой-то период, будет долговатым. Скорее 2 года. Здесь настоящие какие-то чувства. Сильный человек. И вы знаете, человек пока вам не знаком скорее. Или...
Знаете, вот одним глазом здесь, может быть, да, человек вас видит где-то, наблюдает за вами, или, да, человек наблюдает за вами через интернет, но вы этого не замечаете. Вы для него очень красивая. Вы для него, знаете, такая вот женская, женщина вы. Да, бывают женщины, они именно себя вот и так мужские энергии, а еще и, да, брючки каждый день, вот чтобы вообще прям на мужика выглядеть, да. Но вот нет, он вас вот видит женщину. Ярко, да, врезаетесь в глаз. Или среди всех замечает только вас. Вы нравитесь. Наполнение чувствами. Мужчина вас, знаете, вот ваши вот эти мужские энергии, да, мы смотрели, у вас сидит эта женщина, сидит. Настоящая вот эта нежная такая женщина в розовом платьюшке, да, или в платьюшке с цветочками, да, или вот в таких тонах. Но вы можете не проецировать это из-за, да, каких-то именно, из-за какого-то недоверия, из-за каких-то проблем, да, здесь есть такая некая агрессивность даже во внешности, да, то есть не, в смысле, недовольное лицо, а может и недовольное хмурое лицо, да, хмуритесь, но вот здесь именно проявление таких качеств у вас идет, да, с мужчиной, когда... Или вы по-другому начинаете, да, выглядеть с этим мужчиной. Раскрываете вот эту свою женщину, да, показываете себя в другом свете. Или начинаете носить платье, да, вот как-то меняться внешне. Может, даже здесь кто-то и волосы отрастит себе. Была короткая всегда прическа, а мне захочется локоны себе красивые отрастить. Вот что-то такое женское на себя будете примерять. Здесь также и открывается вот эта женская энергия с мужчиной. А знаете почему? Потому что мужчина любит вас. И вы это чувствуете, да, наполняетесь через мужчину. Кстати, какие-то новые открытия или новые открытия с этим мужчиной. Ну, смотрите, здесь открытия. Какие открытия? Может быть, вы откроете свой салон, откроете свой бизнес или, да, откроете какое-то свое, может быть, мини-хобби, дело, да, вот интересное через мужчину. Потому что здесь вы через чувство, через любовь, да, что-то захотите делать. Здесь может, да, быть и творчество, просто захотите рисовать. Не обязательно для бизнеса, да, вот рисовать, реализовывать себя в чем-то. И здесь получение, да, каких-то интересных даже навыков, новых навыков через мужчину опять. Даже, возможно, будете делать то, что вы в жизни никогда не делали. Интерес определенно здесь вот какой-то, да, к своему делу, к своему хобби точно есть. Колесо фортуны вам очень сильно подфартит. Очень сильно подфартит. Вы даже, может быть, об этом и не мечтали. Да, вот вы скажете, я даже об этом и не мечтала. Мне очень сильно подфартило. Знаете, иногда жизнь бывает одним каким-то прекрасным днем меняется так, да, что не зря говорят, никогда не говори никогда. Одна какая-то даже секунда может изменить все. Один какой-то миг наслаждений каких-то, чувств. Да, мужчина идет в вашу жизнь, но не сейчас, через время, после, да, каких-то ваших трансформационных изменений. Сейчас сделаем мини-экспресс-гадание на колоде «Золотой ключ» на 3 позиции. Выберите одну позицию из 3, и мы начинаем. Кто выбрал первую позицию? Недалекая дорога. К вам идет радость и победа. Дальняя дорога. Очищение вас от чего-то или от кого-то. Кто выбрал вторую позицию? Недалекая дорога. Вы под защитой ангелов, доверьтесь им. Новый коллектив, коллеги, друзья или знакомства. Перед вами встанет выбор. Кто выбрал третью позицию? Скоро получите знак от Вселенной. От кого-то услышите информацию, которая изменит вашу жизнь. По вам очень тоскует человек из прошлого. Верность, опора и помощь для вас. Откроем колоду палитры аффирмаций для вас. Одну или несколько аффирмаций для активации вы можете прописать в комментариях или на листе бумаги от руки. Я достойна счастья и любви. Я магнит, притягивающий любовь в свою жизнь. Я привлекаю любовь к себе. Я успешная, потому что я всегда знаю, чего хочу. Я люблю и любима. Я в гармонии с собой и со всеми окружающими меня людьми. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела.
Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это два разных раздела, поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба два, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите два QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведаскара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведаскара.